Здравствуйте! Я Тасмагамбетова Бенигуль Куанышбаевна, преподаватель русского языка и литературы Высшего колледжа имени Мағжана Жұмабаева. Сегодняшний урок посвящен жизни и творчеству замечательного казахстанского поэта и писателя, филолога, выдающегося общественного деятеля и политика Олжаса Омаровича Сулейменова. Тема занятий – Олжас Сулейменов, поэма «Земля, поклонись человеку». Цель – расширить знания о жизни и творчестве общественного и политического деятеля Олжаса Сулейменова, осмысление особенностей творчества поэта, гражданина, анализ поэмы «Земля, поклонись человеку». Олжас Омарович – казахский поэт, писатель и литературовед, герой труда Казахстана, народный писатель Казахской Республики, общественный и политический деятель Казахстана, дипломат. Окончил геологический факультет Казахского государственного университета и литературный институт имени Максима Горького. Литературной работой занялся в 1955 году. Подборка стихов Сулейменова, опубликованная в литературной газете в июне 1959 года, стала первой публикацией поэта в центральной печати. В разные годы был литературным сотрудником газеты «Казахстанская правда», главным редактором сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм», заведующим отделом журналистики журнала «Простор», секретарем правления Союза писателей Казахстана, председателем Казахского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки, первым секретарем правления Союза писателей Казахстана, инициатор движения «Невада-Семипалатинск». Автор лингвистических исследований, посвященных тюркским элементам слова о полку Игореве. Широкую известность он получил весной 1961 года. На счастливый поворот в творческой судьбе Олжаса Сулейменова повлиял полет Юрия Гагарина в космос. 12 апреля 1961 года, 59 лет назад, никому неизвестный ранее молодой казахский поэт Олжас Сулейменов написал знаменитые строчки «Земля, поклонись человеку», который знал наизусть каждый гражданин Советского Союза. Космический корабль «Восток», на борту которого находился Юрий Гагарин, был запущен с космодрома Байконур, и было ему на тот момент всего 27 лет. Второму духовному покорителю Вселенной Олжасу Сулейменову, стихи которого парили белыми журавлями над весенней, утопающей в радужном соцветии Алматой и другими городами Казахстана, на тот момент было 25. Все человечество делится на нации, на людей разных сословий, вероисповеданий, цвета кожи. Люди строили границы, возводили стены. Но 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стер все границы между людьми. В этот день люди почувствовали себя одной нацией, нацией, которая живет на планете Земля. В те легендарные дни Олжас Сулейменов вспоминал: она писалась по-акынски, на слух. Под утро я вышел на балкон и потрясно орал на весь город: «Люди, граждане всей вселенной, гости галактик, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно. Живите, живите, живите с жаром». Москва встречала Гагарина, а над Алматой летали розовые листочки со стихами Олжаса Сулейменова. Композиционно поэма построена как симфония, где основная мелодия усложняется и обогащается, раскрывая все новые и новые горизонты. В поэме есть лирические отступления о влюбленных под звездами, о женщинах, о жене и подруге первого космонавта Вали, о верности, о Западе и Востоке, о Циолковском и Эйнштейне, о скорости. В поэме Олжаса виден его стремительный рост и созревание как художника и мыслителя. Его поэтический голос передают ощущения, эмоции того дня в первозданной свежести. Поразительно свободная и гордая поэма, в которой Олжас Сулейменов, не стесненный и не ограниченный ничем, выплескивает свои эмоции – восторг, ликование, гордость.
Виртуозно владея словом, поэт торжественно описывает самый великий день в истории человечества. Мир жил предчувствием, мир знал, это свершится. Да, поэма «Земля, поклонись человеку» о первом полете в космос. Но не только. Она сплетена, словно изысканное кружево из нюансов, оттенков, настроений, сложных мыслей и выражает неизведанный, непредсказуемый поэтический мир Олжаса Сулейменова. Его поэма – это полет мыслей, взлеты фантазии. Я бы сказала, что его поэтическое творение о любви к жизни, миру, женщине. Как истинный художник, он воспевает величие духа человека, его величайшее стремление лучше и глубже видеть, сильнее и ярче чувствовать, осмысленнее жить. Мне по душе жизнеутверждающий призыв поэмы. Она напоминает нам, что жить надо интересно, ярко, стремиться к высотам. Вся поэма до предела взволнованный лирический монолог размышления об истории и современности, о величии усилий всего человечества подняться в небо к таинственным звездам. Поэт обращается к людям всей земли с призывом жить мудрее, забыть национальные распри и вражду, потому что жизнь всегда прекрасна, как прекрасна сама наша планета, похожее на человеческое сердце. Это долгий стремительный путь, это жизнь, молодая, горячая, наша. Я прошу, человечество, не забудь, что ты стала сегодня значительно старше. Поэзия Олжаса Сулейменова – это мост, позволяющий читателю познать непредсказуемый поэтический мир, его философские взгляды. Самое ценное в его стихах – взлеты интеллекта, острота мыслей, афористичность. Его творческое кредо – это нести в мир добро. Если народ добр, он стал таким благодаря поэтам. В этом я и вижу долг поэзии – делать людей добрыми, писал он в одном из своих выступлений. Домашнее задание – прочитать поэму, написать сочинение «Нести в мир добро».